В Чебоксарах прошел второй этап очередной 46-й сессии Госсовета Чувашии. Спикер Альбина Егорова заочно поздравил главу республики Олега Николаева, находящегося в командировке, с днем рождения. Затем последовала информация министра здравоохранения Владимира Степанова про оперативную обстановку с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, основные показатели в Чувашии лучше, чем в среднем по России. Меньше смертность, распространяемость. На текущий момент выявлено свыше 13,5 тысяч случаев. На данный момент 722 больных находятся в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом 62. Министр поблагодарил главу республики за прикрепление служебных 60 автомобилей для нужд медиков. Буквально в последний момент стало известно, что снимается с обсуждения скандальный законопроект, разрешавший деятельность букмекерских контор на территории республики. Был рассмотрен бюджет фонда территориального обязательного медицинского страхования. При них выступил лишь депутат Юрий Зорин, безоговорочно поддержавший законопроект. В результате только один голос был против. Депутаты приняли региональный закон о разделении полномочий между органами власти и нормативы финансирования мероприятия по государственной обороне. Были назначены мировые судьи и уполномоченный по правам человека в Чувашии. Эту должность занял Сергей Романов. Во втором чтении был принят закон о республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в 2021 году в сумме 61,5 миллиарда рублей, в 2022 году 58,9 миллиарда рублей, а в 2023 году 58,4 миллиарда рублей. Собственные доходы республиканского бюджета Чувашской республики в 2021 году составит 30,8 миллиарда рублей. При этом наибольшая часть собственных доходов приходится на налоговые доходы. Альбина Егорова поставила закон о бюджете на голосование в целом: за 37, против 3. На этом сессия завершила свою работу. Желающих выйти к свободному микрофону не нашлось.